Здравствуйте, дорогие друзья. 79 дней остается до выборов в Государственную Думу Российской Федерации, назначенных, напомню, указом Владимира Путина на 18 сентября. Сегодняшний выпуск «Арены событий» будет посвящен итогам съездов, проведенных всеми 4 парламентскими партиями, на которых участники утверждали предвыборные программы, а также партийные списки кандидатов по территориальным и одномандатным округам. 27 июня Владимир Путин принял участие в 15-м съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Главный посыл его приветственного обращения к участникам и гостям съезда заключался, на мой взгляд, в призыве ценить доверие людей, действовать в их интересах, слышать голос каждого, поскольку самое главное – это люди, проживающие в городах и на селе, и общественное согласие, обеспечившее проверенный временем успех «Единой России». Граждане заинтересованы в победе уважаемых и профессиональных кандидатов. Тех, кто чувствует, знает нужды людей, кто настроен на бескорыстную, плодотворную работу ради страны и наших граждан. Всеми этими качествами должны обладать кандидаты «Единой России», которых вы сегодня выдвигаете. Хочу отметить, что программа «Единой России» в полной мере отражает ответственность партии перед избирателями. Нет времени, к сожалению, детально остановиться на ее положениях, но скажу, что программа прошла обкатку на 6 специальных форумах. В ней учтены различные предложения, в том числе те, которые появились по итогам дебатов на предварительном голосовании. Мы выходим к избирателям, чтобы защищать их интересы на всех уровнях власти, от поселковых советов до федерального собрания. Что нам нужно? Нужно честно и открыто рассказывать им о наших планах. Не обещать невыполнимого и выполнять обещанное. И тем самым доказать, что именно «Единая Россия» – самая надежная политическая команда, которой можно доверять. Наши базовые ценности понятны и близки практически любому человеку. На практике это ответственная экономическая политика, социальная справедливость, уважение к личности. Все решения, которые затрагивают интересы людей, принимаются именно для них и вместе с ними. Важнейшие темы – от доступного здравоохранения до эффективной экономики, от расселения аварийного жилья до льготного кредитования сельхозорганизаций стали основой предвыборной программы партии, нацеленной на благополучие человека и развитие России в целом и каждого региона страны, включая, конечно, Дальний Восток. По сути, программа «Единой России» может стать стратегией развития страны на ближайшие 5 лет. Программа абсолютно приземленная. Там есть такие направления, по которым уже страна работает, которые дают результаты для людей. И они сегодня наглядно видны и, например, в Республике Саха-Якутия. Поэтому я сегодня очень рад, что именно программа партии на это предстоящие выборы Государственной Думы, которые, если победить, партия станет стратегическим документом для дальнейших действий и не только партии, но и исполнительных органов власти. Они определенным образом соприкасаются и нашими действиями, нашими программами, которые мы сегодня реализуем. Когда вы смотрели этот фрагмент интервью с Егором Борисовым, то наверняка задавались вопросом, а почему глава республики возглавил партийный список «Единой России» в 3-й региональной группе? Сразу после съезда независимая газета опубликовала на сей счет мнение нескольких экспертов. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что, цитата, «это некий знак качества и подтверждение доминирования губернатора в регионе». Конец цитаты. А глава политической экспертной группы Константин Калачев в свою очередь сказал, что такая конструкция направлена на повышение результатов партии, потому что в список попали действительно сильные руководители. Собственно, ничего необычного в этом нет, и газета отмечает, что в список «Единой России» вошло втрое меньше высших чиновников, чем в 2011 году. Взяты лишь те, кто был успешен раньше на выборах, имеет опыт публичного политика, реально популярен в каком-то регионе. Тут вот еще что важно. Расположившиеся в партийном списке вслед за Егором Борисовым Галина Данчикова, Юрий Куприянов, Шукур Гаврильев, Владимир Аммосов и Сахамин Афанасьев прошли процедуру предварительного голосования. И, как отмечает политолог Глеб Кузнецов в материале, опубликованном 27 июня РИА Новости, никакого нарушения принципа праймерис нет. В Госдуму пройдут те, кто эти праймерис прошел, а своим рейтингом и статусом партии помогут те, кто разделяет ее ценности, являются ее членами.
27 июня делегаты второй части 8-го съезда партии «Справедливая Россия» приняли предвыборную программу партии «25 справедливых законов». Как сообщается на сайте медиацентра Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия», цитата, «Это домашнее задание для работы нашей фракции в Госдуме 7-го созыва, та программа минимум, которую мы должны будем обязательно выполнить», заявил Сергей Миронов. Ключевые пункты программы – прогрессивная шкала подоходного налога, облегчение налогового бремени для предпринимателей, решение проблемы капремонта и пенсионного вопроса, ЕГЭ. Надеемся, нам все-таки удастся перевести единый госэкзамен на добровольную основу. Конец цитаты. В сложившихся условиях партия «Справедливая Россия» должна встать в авангард борьбы за справедливое общество и справедливый миропорядок, в котором наша страна, наша Россия обязательно займет достойное место. Для этого наша страна должна победить хроническую болезнь социального неравенства, которая является главной причиной слабости российской экономики. 22 июня «Новая газета» опубликовала интервью с политологом Дмитрием Орешкиным, в котором он так оценил шансы справедливороссов. Цитата. «Со «Справедливой Россией» дела плохи, потому что она ничего из себя не представляет. То, что от этой партии ничего не зависит, очень ярко чувствуется». Конец цитаты. Тут очень важно понимать, что это Дмитрий Борисович Орешкин и «Новая газета», выражающие интересы и настроения по большей части либерального сегмента российского общества. Кандидатом от партии «Справедливая Россия» по одномандатному округу в Якутии утвержден действующий депутат Госдумы Федот Тумусов. Он же возглавил список партии в региональной группе номер 12, объединившей Республику Саха-Якутия, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданскую область и Чукотский автономный округ. Справедливороссы не выделили Якутию в отдельную региональную группу. Территория, объединенная в 12-ю региональную группу, огромна, и непонятно, каким образом «Справедливая Россия» собирается защищать интересы всех ее жителей. Тем более, что по некоторым вопросам эти регионы занимают диаметрально противоположные позиции. Взять тот же дальневосточный гектар. В Якутии эсеры изо всех сил пытались поднять волну протеста против этого проекта, а вот жители Чукотского округа или Камчатского края в целом относятся к гектару положительно. Что касается Забайкалья, этот регион и вовсе не входит в дальневосточный округ. У его жителей другие заботы. С кем партия идет на выборы? Второй номер в партийном списке «Справедливой России» Константин Ильковский, бывший директор Якутской-Энерго, бывший депутат Госдумы, бывший губернатор Забайкальского края. 17 февраля этого года Владимир Путин принял его добровольную отставку с поста руководителя региона. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин лично методом погружения разбирался в ситуации в Забайкальском крае. После этого он встретился с Ильковским и принял окончательное решение о его отставке. 17 февраля сайт РБК писал, цитата, «Дмитрий Песков уточнил, что президент занялся регионами после совещания с членами правительства, на котором главе государства доложили о невыполнении программы переселения из аварийного жилья на этих территориях. Выяснилось, что эти субъекты федерации исправно получали средства из фонда содействия реформированию ЖКХ», сообщил Песков. Забайкальский край в 2015 году вообще не приступил к выполнению своих обязательств по программе. Конец цитаты. Информации о том, чем Ильковский занимается сейчас, в арене событий нет. 28 июня участники Либерально-демократической партии России приняли развернутую программу действий по улучшению жизни россиян, укреплению экономики и наших позиций в мире. Мы реально выступили на защиту нашей страны. Единственное, в центре Москвы. Это гостиница «Москва», там был у меня штаб, и они стояли на площади Манеж. И в фильме к моему юбилею там есть этот кадр, когда вся площадь орут Жириновского под суд. То есть за то, что я выступаю за СССР, под суд. Вот такие были времена. А сегодня мы в тюрьму сажаем тех, кто выступает против России. Четверть века прошло, и уже власть поменялась еще раз, и уже другие вещи. Так вот, в экономике она должна быть, опять единственная партия в стране говорит, транспортная экономика. Только в этом мы конкурентны, потому что у нас есть территория. Газ, нефть по всему миру, хлеб, продовольствие, везде, химия, везде все есть, кроме территории. Этого огромного пространства от океана до океана нет ни у кого.
От Якутии кандидатом в Государственную Думу Российской Федерации от партии ЛДПР выдвинут депутат Государственного собрания Илтумен Гаврил Парахин. Руководитель Якутского регионального отделения партии выдвигается по Якутскому одномандатному избирательному округу номер 24. Он также стал единственным кандидатом в партийном списке ЛДПР от Якутии, войдя в 14-ю региональную группу, которая объединила 8 субъектов федерации в ДФО, кроме Приморского края. 25 июня в Подмосковье в санатории Снегири состоялся 16-й внеочередной съезд КПРФ. В его работе приняли участие 250 делегатов и более 400 гостей из всех регионов России. Среди приглашенных ветераны партии, депутаты Государственной Думы, руководители исполнительных и законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, представители Ленинского комсомола и других общественных объединений, деятели науки и культуры. Вопреки пропаганде, импортозамещение не стало реальностью. Должную поддержку государства не получили ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строительство. Как с уличной девкой обошлись с малым бизнесом, заводы и сельхозпредприятия закрывают сегодня так же, как и в лихие 90-е. Пришло время качественной иной политики в интересах народных масс, в интересах государственной безопасности. Стране нужна перспективная, точно выверенная программа развития. Только ее воплощение в жизнь позволит консолидировать патриотические силы страны вокруг задач возрождения нашей любимой Родины. Коммунисты также определились с выбором, кто будет баллотироваться от партии в Государственную Думу. По одномандатному округу выставлена кандидатура депутата Государственного собрания Илтумен Петра Амосова. Как вы, наверное, знаете, в результате несчастного случая на реке Алдан он получил недавно сильные ожоги рук. И я, пользуясь случаем, хочу передать от него всем привет и сказать, что он идет на поправку. По партийному списку республику представит секретарь Якутского райкома КПРФ Виктор Губарев, который вошел в список региональной группы номер 11, включающий Забайкальский и Камчатские края, Амурскую и Магаданскую области, Чукотский автономный округ. Всего в списке 13 кандидатов. Ну и на закуску несколько слов о резонансном решении съезда партии «Единая Россия» о невыдвижении своих кандидатов по 18 одномандатным округам, в том числе в республике Саха-Якутия. Я хочу с вами поделиться своим пониманием этого события. Девиз программы партии «Единая Россия» – «Успех каждого – успех России». Каждого, понимаете? То есть, на мой взгляд, партия делом подтверждает лозунг своей предвыборной программы, не определяя своих кандидатов по 18 одномандатным округам. Это жест доброй воли и преференция не партиям, а людям, которые не должны забывать о том, что на выборах они будут представлять интересы граждан России. На этом сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. Всего вам доброго.